Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Назіранне за парламенцкімі выбарамі 2019 года скончылася для назіральніцы Ганны Толчыкавай выдаленнем з выбарчага участку, пазбаўленнем акрэдытацыі назіральніцы і запісам эмацыйнага стрыму, які разляцеўся па ўсіх незалежных СМІ Беларусі. Ну, я думаю, што і за яе межамі. Здавалася б, няўдалы вопыт назірання павінен быў, ну, калі не назаўсёды, то на доўгі час адштурхнуць дзяўчыну ад жадання стаць назіральніцай. Але не. І на сёлетніх выбарах Ганна Толчыкава плануе назіраць за выбарамі. Пра тое, ці варта ввогуле ўвязвацца ў назіранне і ці знайшлі назіральнікі нейкія новыя інструменты, з дапамогай якіх можна спыніць магчымыя парушэнні на выбарчых участках, мы сёння і пагаворым з Ганнай Толчыкавай. Добрый дзень, Ганна. Добрый день, Дмитрий. Ганна. Спасибо за приглашение вам. І ўсё ж такі, што вас падштурхнула? Пасля, вот сапраўды, я памятаю, якім шокам для вас была тая сітуацыя на выбарчым участку падчас назірання на выбарах 2019 года. Вы нават праз пэўны час, прыйшоўшы до нас на эфір, ўсё яшчэ не маглі ніяк адысці ад таго вот негатыву і шоку, які атрымалі. Не прайшло і года, як вы ізноўку. Вот што, ўсё так лёгка забываецца? Ну, я как бы не только на наблюдение иду, я тут еще прилагаю вообще все свои усилия, которые могу. Ну, причина для меня вообще как бы очевидна, потому что если ты видишь, что что-то неправильное, ну, может, я дефектная какая-то, может, люди наоборот как бы сдаются, ну, я понимаю, что очень многие белорусы разочаровались, сдались, но как бы когда я вижу, что что-то происходит не так, как я считаю правильным, я должна постараться на это повлиять. Ну і ўсё ж таки, з якім настроем? Вот, ну, я так разумею, што вы што ўжо, хоць мінулы раз былі, я так разумею, першы раз назіральніцай, то пасля таго, як вам расказвалі, як было на іншых участках, вы ўжо пасядзелі, пачыталі, з людзьмі пагаварылі, зразумелі, што так, в прынцыпе, такое ж стаўленне да назіральнікаў на пераважнай большасці выбарчых участкаў. Што, думаеце, гэтым разам сітуацыя неяк зменіцца? Еще как изменится. В этот раз я иду на выборы с полным ощущением, что сила будет за наблюдателями, сила будет за народом, и мы действительно добьемся открытого, честного подсчета наших голосов. Это совершенно мирное и законное требование белорусских граждан желать, чтобы посчитали их голос, учли их решение и посчитались с их правом на это решение. Ну, глядзіце, колькі я памятаю ў выбарчых кампаніях, на ўсіх гэтых выбарчых кампаніях жаданне назіральнікаў было менавіта такое, каб падлічылі галасы, каб з іх меркаваннем лічыліся, каб да іх прыслухоўваліся, каб выпраўлялі памылкі. Кампанія за кампаніяй нічога не мяняецца. Такое адчуванне, што нават яшчэ больш нейкія ўлады знаходзяць нейкія новыя спосабы, каб неяк так адхіліць назіральнікаў, яшчэ далей, можа, прынізіць нават і гэтак далей. Чаму вот такое перакананне, што гэтым разам все будзе інакш? Потому что в этот раз вовлеченность широких масс граждан наших белорусских в политический процесс небывалая. И установлен Виктором Бабарико, вообще установлен рекорд за все наши годы независимой страны. Рекорд по количеству собранных подписей в поддержку своей кандидатуры. То есть 450 тысяч подписей. Это невероятная цифра. Такого прежде не было никогда. И мы уже чувствуем, что вот эти настроения, они не только среди вот такой политизированной узкой небольшой тусовки людей и активистов. Это уже широко. У очень многих людей спала пелена с глаз, и они ощутили на себе, что происходит в моей стране. Я выхожу на улицу, меня ОМОН забирает. Это ненормально. Ну, сама власть как бы помогает этим людям понять, политизировать их. И в итоге, как никогда прежде, есть уверенность, что наблюдение получится массовым. Вот именно массовое наблюдение – это та вещь, к которому сейчас призывают все кандидаты, которым приковано внимание. Снова-таки у нас есть…
Могу продолжать тему наблюдения? Конечно, Да, конечно. хорошо. Значит, с наблюдением, у него, на мой взгляд, залог успеха заключается в двух моментах. Это первое, организаторы, грамотные организаторы, а второе — это участники, участники, наблюдатели. И самое важное — это массовость этих наблюдателей. В этом году как никогда есть возможность массово привлечь людей к наблюдению. По организаторам, если уже идти технически, то у нас есть наши проверенные замечательные кампании «Право выбора». Это вот от политических партий и движений. Собственно, от них я шла, вот там книжечку с собой снова традиционно принесла. Вот именно с такой книжкой, где весь инструктаж ты проходишь, можешь там что-то посмотреть и сидишь все выборы, как бы я и провела там свою неделю. Так вот, значит, вторая кампания — это про правозащитники за свободные выборы. Ну, наиболее яркие там исходящих организаций «Весна». Вот, она представляет эту кампанию. Пожалуйста, вот второй выбор уже, выбирайте. Дальше появилось очень интересное громкое имя «Честные люди». Это пока что они немножко такая темная лошадка, они что-то готовят. Вот, известно, что там собралось несколько сот профессионалов и волонтеров. Это очень серьезное на самом деле начинание. Так что еще ожидается, что они предложат. Вот был уже анонс, что некое IT-решение также у них на подходе. Ну вот посмотрим, правильно, неправильно. Ну вот гэтым вот IT-рашэннем, якое дапаможа спыніць магчымыя парушэнні і фальсіфікацыі на выбарах, я чую ад самага пачатку кампаніі, пачаў задвигаць эту тэму Віктор Бабарыка, але так і не расказаў нам, што ж гэта за ноу-хау такое і ці варта ўсё ж таки на яго спадзявацца. Вы што-нибудь вот больш падрабязна про это IT-рашэнне ведаеце? Про то, которое подготавливают вроде как «Честные люди», пока неизвестно. Ждем их каких-то заявлений. Но появилось неожиданно, без вот таких громких анонсов, иное решение и весьма масштабное. Это проект «Зубр». Онлайн-платформа, да, по мониторингу данных выборов. Весьма интересная площадка, разнообразная. Там покрывается вся Беларусь, вся карта уже внесена, все участки, все члены избирательных комиссий. Ребята сейчас занимаются наполнением, но уже при желании вы можете зайти zubr.in, ближайшую свою комиссию найти просто по карте, это сейчас крайне удобно. Там они создают очень богатый функционал, то есть там даже будут возможны комментарии по конкретным участкам, можно попытаться будет обратиться к комиссии, что-то написать, можно там как-то с соседями будет обсудить именно вот ситуацию вокруг этого участка. В общем, очень масштабная платформа. В то же время туда можно будет отправлять информацию вот о зафиксированных нарушениях, вот насколько я так успела оценить. И также организаторы говорят, что они могут, создатели, что к этой платформе могут подключиться все наши компании по наблюдению, что, кстати, довольно необходимый шаг, поскольку у нас так несколько ячеек, это уже мое собственное размышление, хорошо бы объединить все базы наблюдателей, как-то, возможно, это бы какую-то такую полезную координацию бы позволило вести. Так что zubr.in, проект сейчас вот запускается, вот уже, я, насколько знаю, к вам придут. Да, Павел Марынич, координатор, заснавальнік вось гэтай платформы «Зубр», будзе в эфиры Еврорадио у аўторак о 14 гадзіне, так что зробім такі анонсик невялікі. Это очень интересно, потому что платформа богатая, и хочется, да, чтобы рассказали вот сами создатели. И также, как я понимаю, они ставят большой упор на то, что это дело рук просто самих граждан белорусов. Это инициатива собственная, там нету привязки ни к партии, ни к чему. Просто як уже человека досведчанага, я паспрабуем давайте з вами так сказать, прокрутить у мозгу магчымыя варианты развіцця падзей падчас вот галасавання на выбарчым участку. С удовольствием. Вы сядзіце як назіральнік, вы лічыце ўсіх людзей, якія прыходзяць на выбарчы участак, каб мець перад сабой канчатковы вынік, колькі прыйшло прагаласаваць. Вы там налічылі, да прыкладу, 100 чалавек. Вечером
Старшыня камісіі вам паказвае, прагаласавала 485 чалавек. Вы кажаце, як так? Я вот сядзела. Кажа, а вы вот акурат там на 2 секунды адвярнуліся ў акно, за гэты час 380 чалавек прабегла. І вот што? Вот ёсць магчымасць даказаць, што ён быў неправы. По-мойму, папярэднія такие ситуации ни до чего не привели, правда не добились. Абсолютно верно. Поэтому я поменяла понимание внутри себя, какова роль наблюдателя будет в течение вот именно досрочного и основного дня до момента подсчета. Задача наблюдателя будет фиксировать, стараться всевозможными подавать различные заявления. То есть мой опыт ни к чему не привел, но я понимаю, что это полезно, потому что далее все вот эти мои заявления в милицию, в Следственный комитет, в МВД, это все есть, это все остается. И это момент, которым необходимо устрашать сейчас фальсификаторов, объяснять им. И сейчас роль наблюдателей, правда, они не добьются своими заявлениями, но эти заявления необходимы для того, чтобы фиксировать все факты фальсификаций, чтобы в том числе сообщать остальным гражданам, что, смотрите, процесс идет все как обычно, опять фальсификация, опять обман и наглый беспредел на наших глазах. Это все необходимо, чтобы нам было на основании чего там 9-10 числа прогуляться по центральным площадям своих городов. Так что не добьемся мы, конечно, правды. Система режима не полностью, там снизу доверху связь полноценная. Я тоже поняла на собственном опыте тогда в первый раз. Теперь я просто правильно отношусь к своей роли. Но и основную свою роль, где реально что-то можно сделать и где наблюдатели могут повлиять, мы должны проявить, когда закроются участки 9 августа в 8 часов. Вот там все наблюдатели должны подняться и, как инструктирует право выбора, что все наблюдатели обязательно подают обращение в свою комиссию о том, что они просят провести открытый и гласный подсчет голосов, как это прописано у нас в избирательном кодексе, что подготовка и проведение выборов проводится открыто и гласно у нас, если что. Так что право выбора именно на этом настаивают всегда, и наблюдатели должны будут встать и сказать членам избирательной комиссии: дорогие друзья, у нас есть избирательный кодекс, независимо от ваших ответов, вот лично я буду именно так общаться. Я скажу: мне не важен ваш ответ, я знаю, что есть закон, открыто и гласно. Давайте поднимаем каждый бюллетень, показываем и произносим. Открытость, вот она в открытости бюллетеня, гласность в том, что вы назовете мне, за кого там галочка. И собственно, «Страна для жизни» уже провозглашали такую акцию: 26 лет диктатуре, 26 наблюдателей на каждый участок, за каждый год нашей потерянной жизни. Собственно, допустим, до 20 уменьшим. И представьте, 20 человек стоят в таком вот маленьком участочке стеной и говорят открыто и гласно: считаем, мы вот ваши соседи. Это же надо учитывать, там же соседи считают, но если в городах там еще могут сгонять с каких-то других районов, то в районной местности там неоткуда людей везти, и там реально, там вот твой учитель, твой там фельдшер считает твой голос, да, и его требует, от него государство требует это фальсифицировать. И представьте, что такие стоят 20 соседей, а 20 человек собрать — это вообще нечего. Это вообще нечего. Прийти в 8 вечера 9 числа — это очень простой шаг, заблаговременно получив аккредитацию. И сейчас я очень много говорю с кем только могу об этом, потому что это тоже важная составляющая. Сейчас говорить с людьми, направлять их, придавать им уверенности, что вот это очень простой шаг, но он очень важен для вашей страны. 8 часов хотя бы. Не на все наблюдение. Вот широкие массы надо призывать, я уверена, что вот именно на 8 вечера. Давайте, 20 человек выстроились стеной, сказали по закону открыто и гласно и потребовали поднимать бюллетени. Тревожные кнопки, конечно, на участках есть. Но мне просто даже интересно, что они на 1000 людей разом повезут их всех. Тогда зато будут заняты, не знаю, машины для тех, кто на улицах в это время будет там уже стоять, собираться. Поэтому я думаю, что действительно масса всегда сильнее, и народ побеждает своим количеством. Так что мы победим, нас больше.
Мне я вот вас слухал, мне так радостно было, такое Да? отчувание, что тут такие ружовые единорожки тут где-то тут уже появились. Тем не меньше, Но люди позитивно реагируют на самом деле. ну, Когда я так говоришь само, про я так само за 8... позитив. Ганна, мне просто вот цікавіць іншае. Глядзіце, калі я не памыляюся, большасць гэтых вот участковых выбарчых камісіях, склад іх, ён не мяняецца, ну там на нейкую там долю адсотка ўжо не одну выбарчую кампанію. Тыя ж самыя людзі, тым же самым людзям пастаянна кажуць: вам не сорамна, а? Вот што вы робіце? Вот як так можна? Мы ж ваши суседзі, вы ж вот і не толькі нам, вы і сваім дзецям вот будучае псуеце. Так не делается этого. А яны пастаянна, тыя ж самыя людзі прыходзяць, працуюць, сядаюць за стол выбарчай камісіі і робяць кожны раз тое ж самае. Чаму ім павінна стаць сорамна гэтым разам? Во-первых, белорусы этого не делают, не говорят, особенно если возьмем районы. Очень раньше вообще, в принципе, люди не думали там о фальсификациях, они просто не ходили, им было неинтересно, не понимали, что там что-то происходит. Но это была табуированная тема, мы же о политике вообще никак, а тем более, ну как это ты вот соседу своему скажешь, там в деревнях тоже свои порядки в районах, как бы надо, чтобы все дружили, нельзя что-то такое предъявлять. Какой же ты нехороший человек. Да, вот як такое да. сказать? А так ты же с ним там 30 лет вот дом в дом живешь, ты же не можешь так сказать. Ты понимаешь, что сегодня ничего не изменится, и вот просто, ну, наживешь себе врага. Вот, поэтому эта тема табуирована, и на самом деле вот это вот момент общественного порицания, он у нас очень в зачаточном состоянии, а он крайне мощный на самом деле. Ну, вот так вот. Добра, яшчэ один момант. Вы назіральніца. Наколькі я вот ведаю па новых, так сказать, установках ці правілах, нават карыстацца мабільным тэлефонам зараз не можна будзе. Да. Ну, я, извините, не пропустила. Ну, я чуў такое, што нібыта будзе забаронена, ці зараз жа ж центр выбаркам шмат што вот так вот кажа: ой, мы вот толькі так рэкамендацыі даём, а там усё на месцы вырашае старшыня выбарчай камісіі, ён прымае рашэнне і гэтак далей. Вот старшыня выбарчай камісіі прымае рашэнне. Так, здаём тут, як, знаете, як вучні ў школу прыходзяць, здаём усе настаўніку там свае тэлефоны, так і тут скажу: тэлефоны здаем, не карыстаемся, бо яны перашкаджаюць працаваць. Што далей? Як фіксаваць парушэнні потым? Так ты можаш вот як з Брэста выкласці відэо, што дзяўчына ідзе з нейкім стосам паперак да урны, і узнімецца нейкі шум. Хай, праўда, потым этого назіральніка зрабілі і вінаватым, але сам факт. А тут і тэлефона ў руках, нема чым дакажаш. Вашым словам, ну вы ж не міліцыянер, слово якое, гэта як, знаете, у суде, як закон. Як сказаў міліцыянер, значит, то і было, хоць гэтага не было. А вы хто? Просто назіральнік вам скажет: вы помылились. Ну, собственно, так уже и говорят. Нам, понимаете, нам главное убедить не старшиню, не председателя комиссии, не там какого-то милиционера, который приедет помогать этому председателю. Нам главное сказать людям, что происходит. А люди, граждане, белорусы, очень разумные люди. И, ну, я думаю, что они поверят независимым наблюдателям скорее, чем наблюдатели от Беларуси там, или еще разных организаций хороших. Так что нам, ну, лично мне не важно мнение, ну, как бы тех людей, а белорусы нам поверят. Вот. Но насчет всяких наглых ходов, применять могут, да, что угодно, но, понимаете, там же тоже не существует единой школы обучения всех членов избирательных комиссий. Они тоже отчасти предоставлены сами себе в своих вот подлостях и действиях. Поэтому я не думаю, что это будет где-то массово такая вот наглость реализовываться, что сдаем телефоны. Но я на своем участке даже на одном мне вообще ничего про ноутбук не сказали в прошлый раз, на втором, ну, у нас такая пошла тоже перебранка, как бы кто наглее. У нас любят просто вот к тебе подойти, так и, ладно, было много случаев, просто к тебе подходит, вот типа я чиновник там, или я сейчас тут служащий, я прав, а ты просто вот делаешь, что я говорю.
Ну вот меня так с ноутбуком попытались. Я говорю, извините, на каком основании вы запрещаете мне пользоваться ноутбуком? Ну, такой, вы же там снимать будете. Ну и там началось. Можно, кстати, общаться. Я узнала, что, оказывается, был страх, что моя камера может снимать, которая направлена на меня. Ну, я чуть-чуть просветила, как работает устроена техника, ноутбук. И вроде как вот ему больше нечего было сказать, аргументировать. Словесной перепалки я победила. Ну и все, и вот отстал от меня этот заместитель председателя. А если бы просто вот я на его фразу «закройте и уберите», так бы и сделала, ничего не проявив свое собственное вот мнение, ну, так бы и сидела без ноутбука. Поэтому надо не бояться. Они же там тоже не крепкие орешки все. Есть супер наглые, но есть люди, которым реально это тоже непривычная ситуация. Кем-то понукать, кому-то что-то, кого-то к чему-то принуждать. Так что надо не бояться проявлять ну, в иных моментах где-то себя. Где-то надо понимать, что ситуация вот уже острая, и лучше просто молчать. Тоже у меня такие ситуации были. Меня там провоцировали, кричали, чтобы я ответила, сказала. Но я понимала, что меня вовлекают просто в перебранку, и это не было ну, каким-то, как сказать, это не был вопрос, о котором я должна была говорить, поэтому я говорю, извините, я воспользуюсь правом не отвечать. Все. Дарэчы, вось гэта, я так разумею, ваш добры адказ. Вот аднаму з нашых каментатараў на Ютубе Шкараедаў Мікалай піша: назіральніку неабходна умець быкаваць. Гэта не пацягне. Так вот, што бывае з тымі, хто паспрабуе быкаваць? Ну, на первом участке я быковала, ну, немножечко так правильно меня оценили, конечно, я человек от природы тактичный, поэтому я это делала красиво, я делала там обращение, заявление, зачитывала свой текст о том, что я там призываю подумать о будущем детей, которых вы тут учите в этой школе. Ну, то есть я это делала тактично. Ну, даже тактичное выкование как бы в итоге вылилось тем, что на меня вызвали там уже милиционера дежурного, он меня просил: выйдите, выйдите. Я уже кричала на всю эту школу о том, что там происходит уголовное преступление, и вы меня тут закрываете мне рот. Ну, чем больше, в общем, меня цепляют, тем больше я накаляюсь. На самом деле, то есть много скрытых талантов в каждом человеке, и быть смелым, ну, это даже приятно, потому что очень многие люди просто робеют. Они ждут, что ты сразу замолчишь, когда тебе что-то сказали, а как только ты отвечаешь, это очень непривычно вот для наших вот разных руководящих лиц, что белорус может ответить, и они на самом деле к этому очень сильно не готовы. И в том числе в том сила массовых наблюдателей, которые будут не тихо сидеть, а встанут и начнут типа: ребята, давайте-ка вот так. И я думаю, это обезоружит очень многих членов комиссий и председателей. Будут, конечно, тертые калачи, которые там и кнопки какие-нибудь начнут нажимать, и еще что-то, но сопротивление оно такое, очаги повсюду, и где-то успех, где-то провал, но надо все вместе действовать. А по 20 наблюдателей на участок, это, по сути, там подсчитывали, значит, если 6 тысяч участков, то где-то 120-130 тысяч человек нам потребуется. Разве же это цифра? Разве вообще это цифры, ребят? 8 вечера, 9 августа, вот прийти на пару часов, это же вообще не цифра. Ну, мы зараз гаворым толькі пра тых, хто будзе мець на гэта права. Я маю на ўвазе атрымаць акрэдытацыю назіральніка да гэтага. Да. Да, надо проводить работу. Тут, конечно, задача лидеров мнений, задача компаний по наблюдению, рекламировать сейчас максимально везде, рассказывать информацию, людям доносить, что необходимо, получить аккредитацию. Это можно сделать либо самому, собрав подписи 10 своих соседей, ну, найти бланк в интернете правильный только, либо пойти от всевозможных компаний. Право выбора и правозащитники за свободные выборы – вот прекрасные варианты. Да, ну а тым аматарам пабыкаваць мы хацелася б спытаць, ці былі яны хаця б раз назіральнікамі, ці яны быкуюць толькі седзячы на канапе. Ну а на кожнага, хто будзе не на падставе заканадаўства, выбарчага заканадаўства, іншага заканадаўства даводзіць сваю пазіцыю спакойна і інтэлігентна, але упэўнена, а сапраўды будзе быкаваць, на кожным участку ёсць милиционер. Да, это вы верно сказали. И, конечно, я после своего удаления поняла, что любое выступление, проявление своей воли такое прям громкое, оно все, сразу тебя уберут с участка, поэтому вторую часть я просидела совершенно мирно,
Ну, до момента, вот, пока там мне не сказали, что считать открытый и гласный — это моя просьба, мое в этом обращении не соответствует избирательному кодексу. Но это было просто, такой же фейл. И я не выдержала, короче, на это. Так что главное дотерпеть, пока закроются двери участков. Дальше начинаем, включаемся. Turn on такой происходит. Все. А до этого терпеть, сидеть, показывать, что вы максимально спокойные, тихие, вообще тут для вида только находитесь. Вот. Но потом показать свою силу. Но заодно еще подтянутся люди, которые вот к 8 часам 9 августа обязательно. И надо, чтобы все, кто слышит эту информацию, говорили со своим окружением об этом. Потому что люди, я вот с кем не разговариваю, на самом деле как будто прям вот ждали. Ну кто вот подтолкнет немножечко к этому шагу? Вообще все белорусы вокруг, с кем не разговариваю, в деревнях разговариваю, тоже такие, ну да, они все понимают, но они очень такие, ну вот белорусы такие вот, ну, стесняются, чего-то так подбаиваются. А надо говорить, что не бойтесь, ваша смелость, она законна. Приходите, в 8 вечера, все нормально, не просим, ладно, уже найдутся наблюдатели, там уже как-то обученные, которые посидят все выборы, а вот вы, широкая масса, вы приходите к 8. Либо, если не получили аккредитацию, стоять под участком, тоже показывать, что тебе не безразлично, просто постой, ничего не делай. Пусть там будут лидеры, пусть там будут какие-то активные люди в толпе, они заведут толпу, они там что-то скажут, что надо. Вы просто стойте из солидарности, вообще даже не делайте ничего, но присутствуйте. Я вярнуся да моманту адкрытага падліку галасоў. Ўсё ж таки бачыце, у кожнага сваё разуменне адкрытага падліку галасоў. Вы сваё разуменне выказалі ясна. Падымаецца кожны бюлетень, кажется, что тут проголосовали, вот бачыце, птушечка стаіць за там такого-то кандыдата. Кладзем сюды, тут за такого-то, кладзем сюды, ўсё бачна. У старшыні выбарчай камісіі разуменне адкрытага падліку галасоў хутчэй за ўсё іншае. Ім зараз цэнтр выбаркам даў рэкамендацыю, каб сябры выбарчай камісіі падчас падліку галасоў займалі толькі 3 бакі сталы. Чацвёрты бок, каб быў свабодны, назіральнікі сядзяць там у 20 метрах, і вот праз гэты вот один бок яны бачуць, як гэтыя там вот так что-то вот так вот хоп-хоп-хоп-хоп, там это такія вот наперсточники сядзяць і там перасоўваюць это бюллетень сюды, это сюды, і скажуць, мы адкрыта, вы ўсё бачылі. І што? Помимо открытости есть еще гласность. Это раз. То есть мы должны слышать. Во-вторых, опять-таки, наблюдатели должны стоять на своем, вот просто подняться со стула и сказать: рекомендации ЦИК прекрасно, но есть законодательство избирательное, и оно выше рекомендаций ЦИКа, и оно гласит открыто и гласно. Мы вашему ЦИКу выносим тот же вотум недоверия. Мы вот граждане и отметаем этот ваш ЦИК и его рекомендации. Мы читаем закон. ЦИК у нас уже, извините, несколько месяцев вытворяет такие кардебалеты с голосами. У нас появляются вдруг у кандидатов незаявленные голоса. Заявленные голоса по 50% снимаются. Как может гражданин доверять такому ЦИКу? Мы имеем полное право заявить, что рекомендации ЦИКа спасибо, отодвинем, берем закон. Открыто и гласно. Все. И стоять. Пускай, и что он скажет? Хорошо, он будет упираться, мы будем стоять, говорить, нет, мы так хотим. Ну и посмотрим. Посмотрим, что это будет. Я вярнуся яшчэ да такого момента колькасці неабходных назіральнікаў. 6 тысяч участкаў, 130-120 тысяч чалавек. Ну вось быў у мяне прадстаўнік штаба Светланы Тихановской, Олег Моисеев, который сказал, да мы тут легко, там 130 тысяч человек, там плюс еще остальные кандидаты, кто сколько сможет, есть специальные кампании по назиранию за выборами, то же самое право выбору и так далее. И такое адчуванне, что миллион назіральнікаў намаганнямі ўсіх набярэцца, але вось калі рэальна глядзець, як вы лічыце, колькі людзей сапраўды вот так вот скажа, да, мы готовы ахвяраваць сваім часам, не поедем у выходны дзень на дачу, там ці на мора, там куды-нибудь на Мінскае, там ці на якое яшчэ. Колькі вы чакаеце? Ну вот рэальна, калі так паглядзець.
Давайте оптимизм покинем, оставим реализм. Ну, та цифра в 130 тысяч, которая была, да, озвучена Олегом, я думаю, он все-таки имел в виду суммарно. Это суммарная цифра, то есть там тоже считали, сколько участков, сколько надо на каждый. Это совершенно реальная цифра. И я уже по своему окружению понимаю, что там людей 15, с которыми я поговорила, там тоже произвольные просто новые знакомые, их легко к этому сподвигнуть. Вот, посмотреть, сколько у нас следит сейчас людей, приходят на митинги, допустим, берем, 10 тысяч было вчера на митинге объединенных штабов. Эти 10 тысяч, им надо поговорить с 13 людьми всего лишь, чтобы у нас получилось 130 тысяч масса. Явно эти 10 тысяч людей в курсе, да, там крутился ролик еще честных людей на этом митинге, то есть они уже в курсе информации, они могут это распространять, все, что нам надо. 130 тысяч я вообще это считаю очень маленькой цифрой. Подписчиков у того же Сергея Тихановского на канале 250 тысяч подписчиков. Ну, будут ролики, буквально несколько роликов, они уже там получат миллионы просмотров, и этого достаточно. Людям самое главное получить информацию. Вот в чем была наша проблема много лет, что люди не получали информацию. А вот дальше вы меня, они... до речі, опережаете. Зараз я хотел у вас спытаться, что шмат гадоў назіральнікі назіралі на выборах, фіксавалі парушэнні, спрабавалі нейкім чынам беларусам расказаць, што выборы ідуць з парушэннямі, што не трэба вынікам давяраць выбораў. Ну, а беларусы как-то так вот, як яны заўсёды беларусы рабілі, там типа, да, ну ладно. А чаму вот зараз вот нешта можа змяніцца? Потому что им не было ради чего вообще возмущаться. Ну, а какая альтернатива? Вот, люди не понимали, не видели, ее не было. Дело в том, что сейчас... Стабильность зато и есть. Ну, это уже всем как бы набило оскомину, и уже, опять-таки, повторюсь, вот даже в регионах уже эта стабильность у людей в печенках. Ну, мало людей, я не отрицаю, эти люди тоже есть. Есть люди, которые, на самом деле, ну, мне всего хватает, мне тут и хорошо. На здоровье. Всегда движет странами активные, там, 10, ну, какая-то вот часть активных, как-то продвинутых граждан, они двигают теми, кому, ну, все нормально и так. Ничего страшного, что есть те, кому нормально. Главное, чтобы, кстати, вот как Екатерина Шульман рассказывала, политолог российская, да, известная, что было тут некое исследование ряда стран, где сверглись диктатуры, и общий вывод вот исследовательница сделала, что достаточно было в каждой из этих стран 3% населения, которые регулярно поддерживали вот это вот, ну, настроение сопротивления режиму. 3%. Все. И не надо, и те люди, которые там за стабильность, им все хорошо, они не важны, когда есть 3% активных граждан, а они уже точно есть. Когда у нас подписи, там, если суммарно собрать под миллион уже за независимых, ладно, чуть меньше, но это уже 3%. До речі, мне просто цікава ваше меркаванне па выніках вашага, так сказать, удзелу на выбарчых участках мінулым годзе. Зараз, скажем так, вот паліттэхнолог штаба Валерія Цепкала, добратвор, как бы казаў шмат разоў у нас в эфиры про тое, что неабходна ствараць вот базу усіх сябраў там выбарчых участковых тэрытарыяльных выбарчых камісій, і вот там, дзе будуць зафіксаваныя парушэнні, патрабаваць ад того ж самого Евросоюза, каб гэтых людзей унеслі ў спіс неўязных у Евросоюз той же самый. Ну, такие вот санкции персональные, визовые санкции. Вот ваше меркаванне, варта это рабіць ці не? Ну, в качестве устрашения, безусловно. То есть я тоже за все способы давления, влияния на людей, которые будут сидеть в избирательных комиссиях. Поддерживаю абсолютно мысль. В качестве, да, такого элемента предварительного предупреждения, что вас ждет, безусловно, хорошая идея. А вот у тех членов комиссии, которые на самом деле, может быть, и не хотят фальсифицировать, у них будет первый, может быть, и последний шанс в жизни в этом году действительно стать на сторону людей. И в том числе вот эта вот массовость наблюдателей, граждан, которым не безразлично вот это сейчас будет подсчет, она поможет
тем членам избирательных комиссий, они же там не все хотят это все, ну, участвовать в этом. Многие просто заложники ситуации, бюджетники, это вообще кошмар. Они просто, ну, реально в рабском положении находятся бедные люди. Вот. И наличие там 2 десятков наблюдателей рядом граждан, которые скажут, считаем честно, оно им будет в помощь, оно станет, ну, для них какой-то вот опорой в их желании делать честно. И они тоже могут заговорить тогда. Им будет хотя бы, ну, за кем спрятаться, не плечо белоруса почувствовать рядом. Так-то он один сидит в тишине там среди 13 еще своих коллег. Ну и что он сделает? Конечно, он не чувствует, что есть какая-то противоположная сила. Вот. Ну і на завяршэнне такім чынам Ганна Толчыкова перакананая, што масавае назіранне на выбарах дазволіць спыніць нейкія там парушэнні, а тым больш фальсіфікацыі. Ну, будзем спадзявацца, што апраўдаюцца гэтыя ейная вера. Як вы лічыце, вот ці не вот зараз улады паглядзяць, што вот шмат вельмі людзей хоча стаць такімі незалежнымі назіральнікамі, не сваі там вот, которые будуць сядзець і ківаць, а менавіта незалежныя. І пачнецца ціск там на працы дзе-небудзь, там не хадзі ты туды, а то будуць праблемы. Вы думаете, магчыма такое, и як справиться с этим? Возможно, все. Слушайте, ну мы постоянно с этим сталкиваемся. И просто уже, ну да, давление, да. И именно из-за этого ты должен идти, чтобы жить наконец-то по законам, по известным правилам игры. Поэтому ты и должен идти, да, будут давить. Ну, посмотрим. Я, если честно, нет, вот такая особенность, может, поэтому я вот занимаюсь, чем занимаюсь. Я стараюсь не думать о последствиях, потому что человек, когда думает о последствиях, он их себе визуализирует на основании того, что, как было раньше, как правило. А мы сейчас хотим изменить ситуацию, поэтому я не думаю о тех последствиях, которые были бы при, ну, вот, прошлых порядках. Дякую вялікім. Ну што ж, назіральніца з вопытам негативное назірання на мінулых выборах, якая верыць у тым, што назіраннем можна ўсё ж таки дасягнуць пазітыва і зменаў, Ганна Толчыкова. Ну што ж, магчыма, гэта і праўда. Записывайтеся ў назіральнікі, паглядзім, чым это скончыцца. Зміцер Лукашук, Ганна Толчыкова, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы.